Чадхан чадган. Струнно-щипковый инструмент хакасов. Бытовал издревле. Чадханы бывают разные и количеством струн, и материалом изготовления. Давайте рассмотрим общее устройство чадхана. По бокам, видите, декоративное закругление в виде круга, что слева и справа. А торец в данном случае, вы видите, что имеет декоративное закругление в виде круга. Это у нас с правой стороны. Правая сторона, это на нем имеются струнодержатели, на которые крепятся струны. И сторона левая, она точно такая же, как и правая, но отличается тем, что там находится натяжитель струн, в данном случае фортепианные вербеля. Дальше, боковушки. Имеется передняя и задняя боковушка. Обычно на передней боковушке наносится узор, либо какой-то рисунок. Верхняя часть инструмента. Вы видите, здесь у нас подставки деревянные. В традиционном же чадхане там ставили подставки костяные, хазахи. То есть они с задних ног барана. В данном случае вы видите семиструнный чадхан, струны стальные. И, наконец, дно чадхана. Видите, там отверстие для выхода звука. Но прежде чем начать играть на чадхане, нужно, естественно, правильно сесть. Очень важно это значение имеет. Правильная посадка. Посадка. Нужно сесть на край стула. Правую ногу нужно поставить параллельно полу. И на эту правую ногу опирается у нас чадхан. Это как опорная нога. Когда человек сидит очень длительное время, для удобства можно пятку правой ноги закинуть на ножку стула. Левая нога у нас, либо мы ее вытягиваем вперед, вытянутая, либо мы убираем ее назад. Левая нога ни в коем случае никак не касается корпуса инструмента. Чадхан ставится маленько наискосок. Смотрите, положение чадхана это где-то вот здесь у нас вот порожек, он должен быть где-то вот приблизительно на окончании этого порожка. Ну и соответственно инструмент он должен быть маленечко к себе. Вот эта левая сторона должна быть маленечко к себе. То есть он не должен так прямо стоять. Постановка рук. Правую руку подняли, сделали ее красивой, полукруглой. Ставим поверх деки. Мизинец должен оказаться на краю инструмента. Мизинец в данном случае это опора. Дальше поднимаем левую руку, также естественно, и ребром ложим на чадхан. Счет струны ведется от себя. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. На схеме мы видим еще стрелку. А стрелка это у нас указывает сирт или щелчок. Струны могут извлекаться разные, но щелчок всегда играется третья и вторая струна. Дальше мы смотрим пас, пис, пас, да, давок, пятая струна. Повышается на полтона. Также и седьмая струна повышается на полтона.
делаем щипки. Вот, допустим, ореол действия щипка. Это 4-я струна, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я. Звук извлекаем щипком. Щипок. Щипок — это такт. Исключение служит первая струна. Первая струна берется, щипается указательным пальцем со стороны подушечки. И еще есть щелчок. Щелчок — это указательным пальцем играется 3-я и 2-я струна. Щелчок — это сирт. А следующий прием — пас. Исполняется, смотрите, идет пас, сначала потом пас. Пас, он маленько идет с запозданием. И смотрите, 4-я струна, нота до, 1-й октавы. 2-я струна, нота до, малой октавы. 3-я струна, нота соль, малой октавы. 1-я струна, нота ре, 1-й октавы. 5-я струна, нота ми, 1-й октавы. 6-я струна, нота соль, 1-й октавы. И 7-я струна, нота ля, 1-й октавы. Хроматический тюнер. Магазины. В этом тюнере есть две опции. Есть микрофон, когда работает, он берет общее звучание. Да? И непосредственно, если когда много очень музыкантов, то есть клипса. Клипса, она непосредственно берет звук только этого инструмента, но ее надо цеплять. Вот смотрите, этот тюнер, он трехцветный. Да? Сейчас вот видите, я беру 4-ю струну, пытаюсь настроить, да? И она у нас светится таким цветом оранжевым, да? Ну вот когда я настрою, вот, пожалуйста, цвет у нас получился зеленый. Значит, это мы уже настроили. Дальше 3-я струна. Это у нас G. Нота соль. 2-я струна, нота до. До малой октавы. Вот мы поправляем. 1-я струна, вот видите, да, тут у нас окрашена, должна быть нота ре, но она маленько ре завышает, да? Светится красным цветом. То есть нам нужно, чтобы настроить, отпустить ее. То есть подвинуть, поставить
вставочку назад. Двигаем назад и ловим зеленый цвет. Вот поймали. Пятая струна. Пятая струна у нас нота ми. Видите, она занижает. Двигаем подставочку и вот ловим зеленый цвет. Вот все, нота ми. Угу. Так, шестая струна это нота соль. Первые октавы. И седьмая струна это нота ля. Вот видите, не хватает ее. Двигаем вперед. Перешли, то есть двигаем назад, ловим зеленый цвет. Ну, как видите, трехцветный тюнер очень удобный в этом плане, что он сразу показывает. Да? Иногда, если у кого плохое зрение, не видит, то цвета все показывает. Очень удобная. С появлением тюнера появилась возможность именно не музыкантам, а очень просто настраивать. Есть схема настройки, есть ноты. Просто нужно маленько попрактиковаться. Чана рахос. Тойде. Композиция Чилых. Хорчах. Хороводная. Чузе беззервем. Upływu. Хормачи. Шуточная.